Соберем цепь, состоящую из источника тока, ключа, лампочки от карманного фонаря и амперметра. Соединительные провода в цепи будем использовать разные. Первый раз возьмем провода медные, короткие и толстые. Замкнув цепь, увидим яркое свечение лампочки. По шкале амперметра зафиксируем значение силы тока в цепи. Затем заменим провода. Вместо медных возьмем длинные никелиновые. Они гораздо тоньше медных. Лампочка в этом случае едва светится, и амперметр показывает значительно меньшую силу тока. На силу тока влияют соединительные проводники. Говорят, что они оказывают сопротивление току. Из двух проводников тот обладает большим сопротивлением, в котором при том же напряжении существует меньший ток. С помощью установки выясним, каково соотношение между силой тока, напряжением и сопротивлением цепи. В качестве потребителя тока в цепи используется магазин сопротивлений, представляющий собой 4 последовательно соединенных проводника, которые могут в различных сочетаниях включаться в цепь. При этом общее сопротивление проводников будет различным. Параллельно магазину сопротивлений подключен вольтметр, измеряющий напряжение на этом участке цепи. Остальная часть цепи состоит из источника тока, ключа, амперметра и реостата, с помощью которого можно регулировать ток в цепи. Выясним, как зависит сила тока от сопротивления участка цепи при постоянном напряжении на этом участке. Для этого с помощью магазина сопротивлений включим цепь-проводник с сопротивлением 1 Ом, затем 2 Ома и 4 Ома. С помощью реостата будем поддерживать в каждом случае постоянное напряжение, например, 2 вольта. Результаты опыта запишем в таблицу. Из опыта следует, что сила тока при постоянном напряжении на концах проводника обратно пропорциональна его сопротивлению. С помощью установки выясним, каково соотношение между силой тока, напряжением и сопротивлением цепи. В качестве потребителя тока в цепи используется магазин сопротивлений, представляющий собой 4 последовательно соединенных проводника, которые могут в различных сочетаниях включаться в цепь. При этом общее сопротивление проводников будет различным. Параллельно магазину сопротивлений подключен вольтметр, измеряющий напряжение на этом участке цепи. Остальная часть цепи состоит из источника тока, ключа, амперметра и реостата, с помощью которого можно регулировать ток в цепи. Оставим постоянным сопротивление цепи, например, 2 Ома. Будем изменять напряжение на этом участке цепи и следить за соответствующими изменениями силы тока. Результаты измерений запишем в таблицу. Как видно из таблицы, между силой тока и напряжением на концах проводника при постоянном сопротивлении существует прямая пропорциональная зависимость.